привозить какого-то пенсионера с UFC, какой-то наш молодой спортсмен, избивал его и устраивал шоу. Я не буду драться, потому что он на 50 граммов тяжелее меня. Какой средний бюджет одного турнира? Самое много правил в боях без правил. Какая вот максимальная сумма, которую может заработать спортсмен, участвуя в боях в Global? Нам пришлось отменить 3 больших турнира в связи с эпидемией коронавируса. Пойду на выборы в 2020 году. Всем привет, с вами проект «Основатель», меня зовут Эмиль Карипов. Насколько развиты смешанные единоборства в Кыргызской республике? И сегодня мы узнаем это у президента Международной Федерации ВФ Global Руслана Кыдырмышева. Погнали! Сегодня с нами будет президент Федерации ВФ Global Руслан Кыдырмышев. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте. Вы являетесь общественным деятелем, меценатом. У вас очень-очень много различных званий, наград и грамот от правительства и от разных организаций. В какой момент вы начали понимать, что вы хотите продвигать именно такие смешанные единоборства в Кыргызстане, от лица Кыргызстана вообще прославляя его? Вы знаете, когда-то, можно сказать, я был очень-очень далек от этого вида спорта. Даже было такое, что когда в 2008 годах, когда я иногда видел по городу афиши бои без правил, которые проходили в цирке, они вот изредка проходили в Кыргызстане, у меня всегда было такое ощущение, что туда идут только, честно сказать, один криминалитет. Не знаю, у меня было вот такое впечатление. Но могу сказать, поскольку я сам бывший спортсмен, я черный пояс по тэквондо, и, честно сказать, с молодости я с малых лет мечтал стать там чемпионом, уже не говорят, что олимпийским чемпионом, я хотел просто стать чемпионом Азии, там, может, чемпионом мира. И вы знаете, как-то со временем, может, я не успел, не знаю, но не смог достичь таких успехов. И осталось вот это вот желание. Да, вот это желание у меня осталось, и, честно сказать, с 2005 года и после окончания университета у меня был выбор либо идти в бизнес, либо нужно было идти куда-нибудь поработать на государственную службу, можно сказать. Выбор был очевиден для меня. Я никогда не видел себя каким-либо государственным служащим. Не знаю почему, я с детства всегда думал, представлял себя на хорошей машине, представлял себя каким-то руководителем, но никогда не мог себе представить себя в белой рубашке, в галстуке и сидеть, не знаю, где-нибудь в Белом доме, вот честно сказать. Я вот в 2005 году занялся, можно сказать, мелким таким бизнесом, открыл цех, взял там 2 мальчиков. Швейницах? Не швейницах, это по производству мебели. Ага. И, честно сказать, было очень трудно, конечно же, год практически, казалось бы, все нужно разворачиваться, не мое, нужно идти работать на куда-нибудь. На кого-нибудь. Да, на кого-нибудь. Но все-таки, мне кажется, с детства вот этот мой характер того, что бы я ни задумал, я всегда доходил до конца, воплощал все свои желания, мечты, планы, можно сказать. И могу сказать, что к 2010 году уже у меня практически была целая фабрика, работали 200-300 человек. И, это из маленького мебельного цеха? Да. Из 2 человек. Да, а потом начали импортировать мебель там с Украины, с Белоруссии. На каком-то мероприятии какой-то спортсмен пришел ко мне и обратился ко мне, чтобы я помог ему. В плане спонсорства, да, я сделал это очень с таким большим удовольствием. Мне, кстати, это очень-очень сильно понравилось. И практически 2 года я финансировал спортсменов с разных сфер. И как-то так получилось, я однажды встретился с человеком, в то время его зовут Эмиль Токтогонов, он руководил Федерацией по боям без правил именно по версии Валитуда, это бразильская версия. И как-то судьба нас свела, и меня назначили вице-президентом данной федерации. И, честно сказать, я помню даже первое свое выступление, когда турнир проходил по нага-грэпплингу, это было в Фокке-Востоке 5, и там было очень много участников, может 500, зрителей 500. И, честно сказать, когда мне в качестве вице-президента дали микрофон, честно сказать, я не смог связать даже
двух слов от того, что я никогда не видел столько спортсменов, честно сказать. Вот эта аура того, что... Энергетика сама. Энергетика спортсменов, вот энергетика вот этого, просто, знаете, это было неописуемо, и мне показалось, что это не мое, честно сказать, выступление где-то на публике. И вы знаете, потихоньку со временем, какой бы турнир ни проходил в те годы, я просто помню, если, допустим, проходил турнир в Нарыне, в Атбаше, в Токмаке, в Иссык-Куле, в Таласе, вообще неважно, я всегда загружал подарками, призами свою машину и ехал туда. И я пытался действительно давать спортсменам, которые выступают там, вы знаете, хоть какую-то радость того, что он выиграл. Ну, я не могу сказать, что, конечно, что каждому отдавал там по $1000, но, по крайней мере, сколько турниров было, ни одного турнира не было без моего участия. И в конце концов, с 90-х годов была федерация национальных видов спорта по кулату и РТМАШ. Я даже помню, когда учился в 7 классе, наши одноклассники там, с параллельного класса, я просто помню тот день, когда один из них подошел и сказал, что вот они начали заниматься кулато. И вы знаете, я даже до сих пор помню тот момент, насколько я даже засмеялся и подумал, что это за название? Кулату. Кулато. Как-то я потому что был тайквандистом, что за кулату? И они как-то объясняли, что это рукопашный бой. Смешные единоборства. Смешные единоборства. И я как-то не обратил на это внимания. Но пришло время, когда данный вид спорта, кулато, он развивался в пределах Кыргызстана. И даже могу сказать, даже в пределах Кыргызстана он очень ослаб, данный вид спорта. Хотя на тот момент, даже на данный момент, по кулату вообще есть целые факультеты в физкультурных университетах, есть преподаватели, дипломированные специалисты. Официально кулату является кыргызским национальным видом. Да, видом спорта. И как-то раз мне сделали предложение возглавить Всемирную федерацию кулату для того, чтобы данный вид спорта развить вообще на мировом уровне. И, конечно же, это было очень громко сказано, развить данный вид спорта на мировом уровне, потому что на тот момент практически это было невозможно. Тогда уже был бокс, да? Да, и бокс, все виды спорта, они были всемирными, и у нас стояла перед нами задача данный вид спорта прославить по всему миру. И на что, честно сказать, когда мне сделали предложение, я раза 3 отказался, может, раза 5 отказался, но в конце-то концов я согласился, и вы знаете, просто я знал, если я соглашусь, я это сделаю. Потому что чем бы я ни занимался, я пытался, до сих пор пытаюсь доводить дело до конца. Хотелось бы вкратце рассказать об истории начала, чтобы показать хотя бы не просто даже всему миру то, что открылась Всемирная федерация кулато и РТМАШ. Я для начала хотел показать нашим кыргызстанцам, что есть такой вид спорта, как кулато. И вы знаете, первый мой турнир, когда мы проводили, в первый раз мы в Кыргызстане провели стердаун, можно сказать. Ну, сейчас каждый практически проводит такие стердауны. Но мы, можно сказать, были родоначальниками, первыми людьми, которые непосредственно превратили стердаун, дуэль взглядов, вот, можно сказать, в какое-то шоу. Настоящее, да, шоу? Да, когда я просто помню, может, я молодой был, амбициозный, когда я сказал, я захотел, чтобы все выступающие спортсмены на данном турнире почувствовали себя мировыми какими-то звездами, чтобы не приехали на какой-то маршрутке, на троллейбусе подраться, но я захотел, чтобы каждый из участвующих спортсменов вышли из дорогих машин, допустим, с тех же джипов. Я помню, наверное, около 40 машин, наверное, там. Целый кортеж. Такого кортежа, наверное, ни на одной крутой свадьбе такого не было. На этот турнир приехали бойцы почти со всего мира, с Америки, с Бразилии, с Грузии. Я пригласил моих коллег тоже с Таджикистана, с Казахстана, с Грузии, с Российской Федерации. И вы знаете, это для нас было такое ощущение, как будто мы проводим Олимпиаду. После этого мне рассказывали, что все говорили, оказывается, это устроил какой-то молодой парень, и его хватило на раз. На второй раз он не потянет. Это был вызов вам, да? Да, какой-то вызов. Но про это я узнал после, через год, через 2. И, честно сказать, мы произошел такой, можно сказать, бум, все стало интересно, что за ВЭФ. И, кстати, многие спрашивают, что такое ВЭФ.
мы первые в Кыргызстане, именно организация, которая впервые в Кыргызстане зарегистрировали в портале Шердог тех бойцов, которые участвуют на наших турнирах. Что это значит? Вот, допустим, наши бойцы бьются, и раньше как было? Проводили турниры, они бились, в конце взяли какой-то кубок, взяли диплом, разошлись всё, да. по домам. А у нас после каждого турнира мы тоже очень много для этого сделали. Это лет уже 6 назад уже получается. Для нас зарегистрироваться в Шердоге, это в Америке, как профессиональную организацию, чтобы каждый бой наш регистрировали, для нас это было, не знаю, мечта какая-то. И мы хотели соответствовать всем требованиям именно данного портала Шердог, но у нас так получилось, что все были в шоке, когда в Америке увидели первую вывеску, что в Кыргызстане, в Бишкеке прошел турнир ВЭФ. И мы пишем, мы Всемирная Федерация Национальной борьбы Кулатур-Таймаш. Они пишут, слушай, говорят, вы сократите как-нибудь там, говорит. И мы как-то сократили по своей аббревиатуре WF, это World Taimash Federation. И вы знаете, с тех пор мы провели за эти 5,5 лет практически около 100 профессиональных турниров. Это, могу сказать, это очень много. Если мы даже за эти 5 лет провели бы 15 турниров, мне кажется, это было бы более чем достаточно провести 3 турнира в год. Мы, можно сказать, взяли такой темп UFC. Потому что даже многие наши коллеги с Казахстана, того же, с России, они звонят мне, удивляются, говорят, как это возможно. Это же, говорят, физически невозможно проводить столько турниров, потому что у нас было такое, что летом, допустим, в пятницу у нас собираем целые стадионы в Джалалабаде, через 2 дня в Ваше, через 2 дня, допустим, в том же Баткене. Те, кто вообще организовывает что-либо, не обязательно спортивное мероприятие, должны понимать, что организовать такой турнир — это прилет, отлет бойцов, судей, ринг-анонсеров. Тут на каждый турнир приезжает как минимум 40 иностранных полных делегаций, где включены спортсмены, там, комиссии, вот это все. И вы знаете, я говорю, очень многие просто-напросто были в шоке, наши коллеги. И вот поэтому, если даже в то время было около 5000 организаций, это рейтинг организаций, нас не было даже 4999 у нас в списке не было. И как-то раз, спустя 3 года, я был в шоке, когда увидел нас, организацию WF, на строчке 220 вроде бы. Это вы представьте, мое состояние, когда из 5000 организаций мы какие-то 200 какие-то стоим. Организации по смешанным единоборствам. Да, это было, можно сказать, это бомба. Даже в то время мы обошли такие легендарные организации, как Алаш Прайд в Казахстане. Я был, можно сказать, в таком шоке, то что как это возможно было обойти организации, которые находятся в Европе, в той же Америке, в Бразилии, в Российской Федерации. И, вы знаете, и вот тогда то усилие, которым я всегда стремился проводить наши спортивные мероприятия, усилились вдвое, можно сказать. То есть это дало только больше мотивации? Это дало такую мотивацию, что я помню даже года 1,5 назад я давал где-то интервью и сказал, что когда у меня спросили, какая у меня цель вообще, цель федерации, я сказал, что главная цель на данный момент — войти в 100 лучших организаций мира. То, что мы на данный момент находимся в 20 лучших организаций мира, это на данный... 20 лучших организаций мира в смешанных Да, единоборствах. первым стоит UFC, и, честно сказать, из самых ближних наших соседей Казахстан находится вроде бы на 300 каком-то месте, самая лучшая организация. И вы представьте, кыргызстанская организация, среди всех этих красный флаг, World Taimash Federation, 20 лучших организаций мира. И вот поэтому могу сказать, что к нам приходит очень много заявок организаций, именно которые стоят не где-то там на строчке там 100 какие-то, но организации, которые стоят перед нами, там 9-й, вот допустим, организация Brave, это организация принца Бахрейна, которые захотели провести с нами совместные турниры. Вы знаете,
эта организация проводит по всему миру разные турниры. Бюджет каждого ихнего турнира, разговаривая с их президентом, я был настолько удивлен, что бюджет каждого из этих турнира это минимально $150 тысяч. И вы представьте, такие организации, такие баснословно богатые организации приходят к нам И говорят, давайте проведем давайте совместно. проведем вместе. Я так думаю, мы провели очень такой грандиозный турнир в декабре, но и в том же году мы провели турнир с японской организацией «Арзалет», которая непосредственно раньше была один из лучших организаций Японии, в общем. Мы первый опыт, не первый, уже второй опыт наш был уже с японской организацией. И после, первый совместный турнир с большой организацией, мы провели совместный турнир, можно сказать, называется «Грозная битва», мы назвали, провели во Дворце спорта с организацией Рамзана Ахмадовича Кадырова, там WFCA, который World Fighting Championship Ахмад. И, безусловно, в то время, года 3 назад, эта организация входила в десятку лучших организаций мира. Но, в свою очередь, конечно же, я понял, что намного легче провести турнир самому, нежели проводить турнир с большой организацией. Для чего мы это делаем? Только для того, чтобы сказать, что Кыргызстан это уровень, взять опыт у них и показать наш уровень. Последний наш турнир показывали по 20 странам мира, по СПН показывали. И могу сказать, что наша публика ведет себя очень так, можно сказать, как UFC. Вначале у нас было такое, что закидывали бутылками, когда кто-то кем-то был недоволен, забегали на ринге, но со временем те болельщики, которые приходят уже на наши турниры, просто меня очень-очень сильно радуют, потому что я всегда говорю, наши болельщики, они настолько справедливые. Если вот, допустим, каким-то образом когда-нибудь мы вытянули бы своего бойца, но народ видел то, что он проиграл, я могу с большой уверенностью сказать, что просто публика будет недовольна. Наша публика любит справедливости. Обидно, когда ваши бойцы, которые, допустим, стали популярными, известными по Кыргызстану через ВЭФ, уходят в другие какие-нибудь организации? Практически все бойцы, которые участвуют, тот же Камрян Абасов, который является чемпионом УАН, все, Бусурманкул Абдибайтулу, который, дай бог, будет драться за чемпионский пояс М1. И очень много бойцов, которые, можно сказать, сейчас бьются и являются топами в мировом ММА. Могу сказать, что я потом даже, у меня есть плакаты, когда вот эти наши действующие звезды, тот же Ханат Кельдебеков, были на самых низах наших кардов. Можно сказать, как начинающие выходили. И, конечно же, меня это очень радует. И практически каждый из них у меня спрашивал, можно ли нам, допустим, выйти в М1. Тот же Бусурманкул ко мне звонил, говорит, Русамбаке, мен М1-ге чыгайын дегенде, на что я всегда двумя руками был за. И многие действительно говорят, почему, Русамбаке, вы контракт не заключите и просто-напросто своих звезд не держите. А то через вас вы создаете звезд. Да, вот, допустим, любая организация, выбирая какого-то спортсмена, они, можно сказать, проводят какой-то анализ, кто самый популярный боец, допустим, в Кыргызстане. И, мне кажется, при желании можно узнать топов таких бойцов любого государства. И тем самым именно те бойцы, те звезды, которые стали чемпионами ВЭФ Global, конечно же, на них появляется спрос. И, безусловно, выступая в нашей организации, у них вот эти шердоги, можно сказать, уже там по 8-0, по 10-0. И эти рейтинги уже позволяют практически выступать в UFC. И так что могу сказать, что когда наши бойцы, выходцы из ВЭФ, выступают в других более больших организациях, меня это только радует. Я всегда их поздравляю, ведь главная цель вообще нашей деятельности, нашей федерации, чтобы прославить наше государство. А если мы будем все время биться у себя дома, вы знаете, мы далеко не уедем. Я всегда говорю, ВЭФ это является трамплином для всех спортсменов Кыргызстана. 2020 год. Какое количество турниров на него планируется? Ой, вы знаете, мы сейчас вообще с толку сбились.
нам пришлось отменить 3 больших турнира в связи с эпидемией коронавируса. Как вы знаете, сейчас Запрещено массовое скопление людей. да, массовое скопление людей, все запрещено. Многие сейчас в милицию говорят, для Кадырмышева настал время отдыха. Ага. Но чего плохо, нету, как говорится, определенного дня, когда Когда вакцина найдется. Да, и пока что, мне кажется, все турниры, которые были запланированы уже на лето, мне кажется, И пока заморожено. не заморожены до лета, пока мы заморозили. Ага. Но уже будем более тщательно готовиться, уже к турниры, которые мы пропустили, будем уже, мне кажется, перекидывать уже где-то между турнирами. Вот. Какой средний бюджет одного турнира? Средний бюджет одного турнира около 20 тысяч долларов. Ага. А самый-самый большой бюджет на турнир, который вы выделяли? Это около 120 тысяч долларов было. Мгм. То есть это вот как раз тот момент, когда вы, скорее всего, открывались или... Да, вот именно те первые моменты, когда только один бразилец нам всовал в 15 тысяч долларов с его гонорарами, перелетами, со всеми делами. И, честно сказать, окупаемость данных турниров, я всегда говорю, скорее всего, около 10 или 15%. Потому что, мне кажется, с этой вида спорта зарабатывают только организации, как UFC, Bellator, может, которые Огромный промоушен. которые непосредственно продают телевидение, Билеты. билеты. И пока что я не думаю, что какая-либо организация, даже могу 100% сказать, даже организации, которые находятся в топе, в пятерке, это, допустим, М1 и Fight Night, практически без спонсоров данные организации могут просто-напросто закрыться, поскольку ни один турнир не окупаемый. Ни один турнир не окупаемый. Ага. Перспектива для самих бойцов с Кыргызстана. Вот, допустим, человек хочет заработать, и там половина идет только для того, чтобы заработать, половина хочет прославиться. У каждого свои намерения. И есть ли перспектива заработать в кыргызских боях, вот там в ВЭФ, условно, и в других, может быть, каких-нибудь лигах? Мне тоже очень часто задают этот вопрос, говоря, можно ли, как в UFC, заработать какие-либо большие деньги, чтобы покупать себе там роскошные машины, там, жить припеваючи, как бойцы UFC. На что я всегда отвечаю, что нет. Поскольку если бы, вот, допустим, те же турниры, которые мы проводим, покупались бы телевизионными каналами, либо, допустим, билеты у нас стоили бы каких-либо больших денег, ну, хотя бы там по 2000, по 30, по 40 долларов, и дворцы спорта у нас забивались бы. Но, вы знаете, это практически невозможно. Только, я вот говорю, только на проведение турнира уходит 20 тысяч долларов, не считая гонорары. И вот поэтому я всегда говорю нашим спортсменам, что ВЭФ является просто трамплином в этот большой вид спорта. Если не будет ВЭФа, этот вид спорта, мне кажется... Для Кыргызстана будет почти закрыт. Да, и могу сказать, что я бы очень хотел бы, честно сказать, платить большие деньги, гонорары нашим бойцам. Я бы очень-очень этого хотел бы, но у меня, как говорится, нету литейного завода. Я не являюсь каким-либо олигархом, чтобы просто дальше из своего кармана оплачивать, допустим, большие деньги нашим же спортсменам. И мне кажется, многие спортсмены это понимают и относятся к этому с пониманием. Вы знаете, даже очень много спорта. Чем больше мы проводим турниров, тем больше спрос попасть на наши турниры. Вы знаете, для многих спортсменов просто даже один раз выйти в ВЭФ, это уже, можно сказать, он автоматически становится профессиональным бойцом. Автоматом проиграет он. У него появляется уже рекорд личный. Личный рекорд появляется, и если он боец действительно хороший боец, он, безусловно, его могут заметить. Заметит, и мы его заметим. У нас селекционные, профайты, веб-глобалы. И, безусловно, если боец хороший, если он живет этим, безусловно, можно и зарабатывать на этом, участвуя уже после нас на мировых таких организациях, где
оплачивают там по 3, по 6 тысяч долларов. У нас, вы знаете, по-разному оплачивается. Вот, допустим, топы бойцов получают определенную сумму. Ну, контракты индивидуальные. Да, контракты, как и, в принципе, UFC. Макгрегор может получить 3 миллиона долларов, спортсмен, который дерется в этом же карде, может получить 12 тысяч долларов за первый бой. Так что у нас все обговаривается индивидуально. Бывает даже такое, что некоторые спортсмены, очень много раз было, которые с большим покровителем говорили: можно мы заплатим вам хорошие деньги, чтобы мы просто-напросто оказались на этом октагоне. Да, так, А вообще трудно попасть в ВЭФ? допустим, VF Global, VF Global это у нас мировые турниры, куда приезжают со всех стран. Это очень дорогостоящий турнир, и мы в год проводим 3 или 4 турнира таких проводим. И вы знаете, просто попасть в этот карт практически любой спортсмен, если он покажет хороший такой бой, может засветиться и обрести такую, можно сказать, славу. Но все равно же спортсмен, участвуя в боях ВЭФ, какую-то сумму получает. Какая вот максимальная сумма, которую может заработать спортсмен, участвуя в боях ВЭФ Global? Допустим, у нас из местных бойцов мы оплачивали это 1500 долларов. Это, вы знаете, в рамках этого не очень много. За бой? Да, за бой. Это не очень много. Но боец, которого мы ему привезли, со всеми биобилетами, гонорарами, со всеми этими проживанием становилось около 10 тысяч долларов. Это практически мы делаем подарок этому бойцу. Чтобы он поднялся, если... Да. Чем круче боец соперник, и если он его выигрывает, тем больше у него славы. Вы знаете, даже, мне кажется, даже дело не в деньгах. Многие наши спортсмены имеют своих спонсоров. Многие, когда становятся чемпионом, давали машины, дарили. Они больше гонятся не за деньгами, а за славой, можно сказать. И я так считаю, как я вначале сказал, всегда по-разному. Со всеми всегда обговаривается по-разному. Собираетесь ли вы открывать какие-либо параллельные проекты от имени VF Global, как, допустим, некоторые другие организации, работающие в Кыргызстане, там, условно, тренажерный зал какой-нибудь, или, может быть, зал боевых искусств для подготовки ваших же бойцов? Многие у меня спрашивают, почему, Рустам Акиев, вы не откроете такой зал, именно зал ВЭФ, именно чтобы там тренировать все сборники. Мне кажется, многие спортсмены именно по ММА захотели бы попасть именно в этот зал, на что я всегда отвечал, что если я когда-либо открою такой зал, я перестану ко всем залам Кыргызстана относиться одинаково. Просто применяя свои полномочия, можно сказать, я захочу видеть на звездных боях, захочу ставить на чемпионские бои именно тех бойцов, которые будут драться у меня в клубе. Просто я мог бы открыть, но я не захотел. Когда это уже мои ребята, именно, может быть, не знаю, даже не ВЭФ, допустим, открыл бы, назвал там спортивный клуб там Руслан или как-то, не знаю, там Руслан Тим, и просто-напросто это было бы несправедливо по отношению к другим залам. Ваша деятельность связана вот как раз с какой-то определенной, с боями смешанных единоборств, это какая-то определенная жестокость где-то. Да. Как вы смотрите на то, если вот ваши дети со временем тоже захотят участвовать в таких боях? Моему сыну 10 лет, 10 лет, и очень многие мне действительно вначале задавали вопрос, вот, что это жестокий вид спорта, дал бы я своего ребенка, допустим, в этот вид спорта. И на самом деле уже второй год мой сын практически с 8 лет вначале пошел на бокс, уже 1,5 года тренируется уже именно по ММА. Конечно же, даже в начале, когда я его отвел, ему несколько раз сильно ударили, что ли, и он такой вышел чуть ли не в слезах, и ему говорит, блин, может, другой вид спорта. А я у него спрашиваю, говорю, а ты знаешь, говорит, чем твой отец занимается, говорю. Вот его дети, он говорит, да, говорит, вы, говорит, бои организуете, вы президент федерации именно по ММА. Я говорю, а почему другие дети занимаются, становятся чемпионами, а ты, будучи моим сыном, тебя не хватило на одну тренировку?
И мне кажется, это его очень сильно так задело, что ли. Он говорит: все, пап, извините, я буду тренироваться. Уже второй год тренируется, уже говорит: быстрее поехали на тренировку, отвезите меня. И я считаю, что по сравнению даже с другими видами спорта, даже по сравнению с боксом, травмоопасность нашего вида спорта, когда я недавно видел статистику, если с бокса получает спортсмен, именно пробойцы получает около 48% именно сотрясения, именно бойцов ММА, которые участвуют в ММА, это процентово составляет 12%, оказывается. И вы представьте, это говоря, что просто именно вот это то слово, которое, конечно же, UFC создавалось как бои без правил. Его и в Америке запрещали, но в конце-то концов, в то время действительно были это бои без правил, когда были случаи, когда Ройс Грейси дрался там с соперником, который выше его, тяжелее его там, в 2-3 раза. И на самом-то деле вот в то время были бои без правил, когда дрались без перчаток, когда не было практически раундов. Кто выиграл, тот выиграл. И вы знаете, я сейчас всегда говорю, что самое много правил это, наверное, у нас. Самое много правил в боях без правил. Говоря вот как раз о таких, вообще о различных видах спорта, в основном спортсмены уходят, допустим, не как раз в профессиональный вид спорта, а вот становятся такими по дворам, какими-нибудь парнями или просто вот не применяют свои навыки. Я считаю, что спорт очень хорошо влияет на подрастающее поколение. Вы знаете, я очень радуюсь, когда на турнирах, которые там мы называем Web Amateurs, это веб среди любителей, когда даже маленькие девочки, которым 8 лет, одевают большие перчатки и каски и пытаются биться на ринге. Вы знаете, я считаю, что этот вид спорта воспитывает в человеке только добродетелей. Будучи не спортсменом, человек может дать ответку. Но чтобы обвинить в том, что именно бойцы ВЭФ, именно те бойцы, хотя их очень много, их увидели там или на каких-то разборках, хотя это было бы, это давным-давно в наше время засветилось бы. Я считаю, что данный вид спорта воспитывает в человеке именно добродетелей. Вот каждый спортсмен, когда я у них спрашиваю, говорю: ты же можешь там не спортивно, в двоих-троих рассказывать? Он говорит, они в основном отвечают: да, говорит Турсанбаке. Допустим, я смогу. Были случаи, когда 2-3 там чуть податые докапывались до меня. Я делаю все, чтобы оттуда смыться. И, в смысле убежать, чтобы их не бить. И меня, честно сказать, это очень сильно радует. И я считаю, что даже будучи в исламе, многие говорят, нельзя, чтобы мусульманин бил мусульманина, вот то, что я делаю, это неправильно. И вы знаете, очень такие именно представители муфтията мне сказали, что когда я им задаю вопрос, говорю, насколько я грешу, на что мне ответили, что Руслан говорит, а с другой стороны, говорит, сколько подрастающего поколения, именно которые могли бы сейчас гулять на улице, начать выпивать, начать пить, сколько таких детей сейчас идут, видя тебя, видя вот этих чемпионов, идут в спортзалы, говорит, сколько подрастающего поколения ты призвал заниматься спортом, говорит. Об этом, говорит, многие люди не думают, говорит. И тем более, говорит, очень большой харам, когда ты вышел на улице, по пьянке начал драться, избивать кого-то, непонятно. А у тебя, говорит, такой же вид спорта, как и тот же бокс, тот же, как и кикбокс, вы отбиваете перчатки. Когда из-за 100 граммов бывает, что, допустим, у соперника на 100 граммов, на 50 граммов выше, были случаи, когда соперники говорили, я не буду драться, потому что он на 50 граммов тяжелее меня. Были такие случаи. И могу сказать, что для чего там судьи, которые пытаются, чтобы не было больших уронов бойцам. И вот поэтому я считаю, что этот вид спорта, мне кажется, любой вид спорта воспитывает в детях только хорошие качества. Я знаю, что в Кыргызстане раньше проводились бои, которые назывались, грубо говоря, подпольными. И вообще, в принципе, в мире, по телевизору, по СМИ показывают вот эти моменты, когда выходит боец и на бойца ставят какие-то определенные ставки. Такое есть ли в ВЭФ? Вообще предлагали, может быть, вам такое сотрудничество? Про такие вещи слышал, это было где-то, наверное, в годах 90-х. Но
В моем случае, честно сказать, ни разу такого не было, чтобы ко мне поступили предложения, чтобы какой-либо мой профессиональный боец выступил где-то в подпольных боях, где будут ставить ставки Или какие-то там, допустим, богатые. какие-то крупные букмекерские компании, может быть, предлагали сотрудничество? Букмекерские компании предлагали, безусловно, но у нас, как вы знаете, в Кыргызстане букмекерские конторы запрещено, и вот поэтому мы как-то не прибегали к сотрудничеству с букмекерским компаниям. Какие у вас ближайшие планы на развитие федерации? Что, может быть, планируете? Несмотря на выход в строчку 10, может быть, какие-то глобальные события, может быть, какую-нибудь звезду UFC или, может быть, с других турниров пригласить в Кыргызстан? Планов очень-очень много, но очередной наш план, это у нас была договоренность. Мы договаривались с М1, это, как вы знаете, это очень большая организация. Мы хотели, что на совместном турнире Бусурманкул Абдибай Тылу побился за титул чемпиона М1, именно на совместном турнире, где будет на половине октагона. М1 на половину ВЭФ. Да, ВЭФ. Хотя такие большие организации не всегда соглашаются. Потому Совместно что они понимают, что им с этого ничего. Да, уровень, но я еще раз хотел бы повториться, поскольку у нас сейчас в мировом масштабе нас знают, да. уважают, есть значимость, как вы сказали. И я считаю, что первоочередная цель не просто привести какого-то отставного UFC-шника. Честно сказать, мне это совершенно неинтересно. Приводить какого-то пенсионера с UFC и избивать, чтобы здесь какой-то наш молодой спортсмен избивал его и устраивал шоу. Мне, честно сказать, неинтересно это. И говорят, многие тоже эти говорят, ну там привезите там UFC-шника. Но это смысл, мне кажется, мы больше опозорим себя, чем поднимем свои рейтинги. Когда мы будем, какая-то кыргызстанская организация будет рассчитывать на отставного UFC-шника. Вот, допустим, когда у нас проходил турнир совместно с Brave, там несколько бойцов которые бились непосредственно в UFC. Люди это увидели, это не просто пенсионеры, там были бойцы, которые по контракту провели 3 боя UFC, потом перешли, допустим, на Brave. И непосредственно эти UFC-шники бились на октагоне ВЭФ в Кыргызстане. И так что планов у нас... У меня, знаете, самый большой план был провести совместный турнир в Кыргызстане. Мы, кстати, должны были провести это в марте. Мы составили контракт в январе месяце с китайской организацией, с очень крупной китайской организацией, которая финансирует центральное телевидение Китая, где чемпионы данной организации автоматически записываются в UFC. И вы знаете, эта организация сделала нам предложение, мы подписали контракт, но поскольку вспыхнул коронавирус, у нас этот данный турнир отменился. После этого мы должны были бы в мае месяце провести совместный турнир уже в Китае. А что мне сказали, что данный турнир, который мы проведем совместно с китайской организацией, этот турнир увидят как минимум 500 000 человек. Вот моя основная цель, это показать нашу организацию в мировом масштабе. Чтобы ее увидело 500 000 человек. Да. Вы являетесь одним из общественных деятелей, которого знают очень много людей, которым питают поддержку люди в принципе. И очень часто люди спрашивают, будете ли вы являться одним каким-нибудь деятелем политическим, интересно ли вам это, то есть какие-то новые законы, новое дыхание внести в нашу политику. Многие говорят, буду ли баллотироваться в депутаты, буквально уже осталось совсем чуть-чуть, можно сказать, да. До спорта я видел себя в качестве политика, видел себя в качестве депутата Джоорху Кеңеш. Я всегда задаю себе вопрос, когда многие в социальных сетях, допустим, какая бы хорошая новость ни была, вот, допустим, все там пишут что-то плохое, что государство им что-то должно сделать, что депутаты плохо работают, что правительство плохо работает. В основном негатив. Да, в основном негатив, можно сказать. И вы знаете, я даже никогда в жизни я не читаю такие комментарии, потому что я всегда жил по принципу того, что я всегда говорю, что я сам сделал для государства, а не спрашиваю, наоборот, что для меня сделало государство. Я считаю, что действительно патриотом можно быть не только там Джоорху Кеңеш или сидеть там
будучи где-нибудь министром, занимать высокие посты, высокие кресла. Мне кажется, можно для Кыргызстана делать многое, Не являясь не являясь, допустим, будучи государственным чиновником. Но, как я и сказал, предложений у меня очень много сейчас на данный момент. Многие действительно во мне видят человека, у которого очень много поддержки именно с молодежи, именно человека, которого поддерживает и спортсмен, и подрастающего поколения. Я говорю, предложений очень много, но я пока точный ответ дать пока не могу, потому что я пока точно не решил. Мне кажется, все будет зависеть от того, ну, в первую очередь, конечно, я посмотрю, наверное, лидера данной партии. И мне кажется, если я пойму, что эта партия будет действительно работать для народа, я, скорее всего, пойду на выборы в 2020 году. По традиции, как всегда, в конце мы проводим конкурс, и в этот раз мы будем разыгрывать атрибутику VF Global. Первое место ты получаешь часы VF Global, второе место футболку, и третье место ты получаешь кепку VF Global. Условия конкурса, как всегда, очень простые. Тебе нужно будет просто взять, подписаться на этот канал и ответить своего друга в комментариях. Больше друзей, больше шансов выиграть.